Иван Жарков в центре Казани гость частый. На правобулачную приходит ежедневно и приносит с собой целые пакеты хлеба. Объезжает полгорода, чтобы покормить любимцев. Я это удовольствие принимаю, удовольствие. Для меня это радость большая. Сотни уток прописались на Булаке. Благо полыни хватает на всех. Бок о бок с голубями они принимают угощения от казанцев. Если раньше хватало того, что в протоке, то сейчас на прокорм они выходят буквально на проезжую часть. Казанцы переживают за пернатых и выкладывают видеозарисовки в соцсети. Специально помочь уткам сегодня пришли горожане и гости столицы. Им же холодно. Я вот, например, из Крыма, у нас очень тепло, они счастливы, а здесь им надо помогать. Их жалко, я всегда мимо хожу, всегда мне жалко. И хочется купить буханку хлеба и их кормить. Сейчас уток можно встретить не только на Булаке. Остались зимовать на озере Кабан и в парке Урицкого. Как говорят орнитологи, около 300 пернатых предпочли теплу снежную Казань. Это явление, в общем-то, сейчас оно обычное для большинства городов Европейской России. На всех незамерзающих водоемах остаются утки, причем в большом количестве. Специалисты говорят, что теперь казанцы сами в ответе за тех, кого приручили. Чтобы помочь уткам пережить зиму, их нужно постоянно подкармливать. Причем не следует давать соленую пищу, такую как семечки, сухарики или печенье. Хорошо подойдет обычный батон, который можно купить в любом магазине. И тогда пережить зиму пернатым без вреда для здоровья будет гораздо проще. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.